Самат Хаштубекович, у вас есть вопросы к обращающей стороне? Самат Кулыч, вопросов нет. Спасибо. Нет. Уважаемые судьи, есть вопросы у вас? Да. Скажите, пожалуйста, Анарбаев сам почему не изъявил желания? Ну, вообще, причина в чем? Просто... Явки? Да. 5 декабря их взяли под стражу всех. Взяли под стражу, да? Понятно. Теркеева, Маманов, Анарбаев, все под стражу. 8 лет лишения свободы, все взяты под стражу в зале. Вы выступаете в деле участником защиты, да? Интересы защиты, Маманова, да? Анарбаева, да? Скажите, пожалуйста, вот каким образом, на основании чего ваши подзащитные приходят к выводу, что обвинение против него основано только лишь на показаниях потерпевших? Только лишь на показаниях потерпевших. Потому что на протяжении всего судебного заседания, как вам известно, суд обязан придерживаться принципа непосредственности, исследования доказательств. То есть непосредственно это подразумевается в виду, в суде должны были быть допрошены все свидетели указанные, на которые ссылаются, в том числе показания Куценко, Воинова и так далее. Ни один из этих свидетелей на протяжении 7 лет в суде допрошены не были. Они только ссылались на показания их. Потерпевшая сторона непосредственно ссылалась на приговор, этот ноябрьский приговор 12 ноября 2021 года, представители потерпевших непосредственно ссылались на этот приговор. То есть Анарбаев в данном случае полагает и считает, что в данном случае судом не было предпринято достаточные меры к осуществлению, к выполнению принципа непосредственности. Хорошо. В таком случае вы, как адвокат, ознакомливались с материалом уголовного дела? Да. И там нет, кроме показаний свидетелей Куценко и Воинова, в смысле фигурантов дела, других материалов доказательной базы? Уважаемый суд, это оценка доказательств. Это, я думаю, адвокаты, защищающие интересы, я в данном случае Анарбаева, я в свою сторону говорю, обвинение в свою сторону, и суд выносит свое решение. В данном случае я представляю интересы Анарбаева, и я не могу идти вразрез его интересам. Нет, я не говорю, что вообще вы должны в полном объеме можете изучить уголовное дело. И все стороны. Мы считаем, что его виновности, там вины нет. Нет, это одно дело. Вы скажите, в материалах уголовного дела, кроме показаний этих лиц, есть еще другие фактические данные, на основании которых суд в какой-то мере принял решение? Я же говорю, суд должен был допросить всех свидетелей. Должен был. Никого не было допрошено в суде. И в материалах не отражается ни одно такое следственное действие. Ссылка на показания свидетелей, данных во время следствия, допускается лишь в случае показания, если они были депонированы, да. В данном случае ни одного показания депонировано не было, но и тем не менее показания, данные в ходе досудебного производства, были оглашены. Спасибо. Еще вопрос? У меня вопрос к вам. Вот вы говорите, что обвинение построено на обстоятельствах, которые являются предметом другого приговора, который был основан на соглашении о признании вины, да? Там было два соглашения. Сотрудничество и признание вины. Да, хорошо. Вот в последующих судебных актах какие-то ссылки были на эти судебные акты, о которых вы говорите, которые состоялись в отношении тех лиц, я сейчас не помню фамилии, которые, в отношении которых состоялись судебные приговоры на основе этих соглашений? Нет, процессуальных соглашений. Непосредственно на сам приговор ссылки нету. Но есть ссылка на показания, допустим, Воинова, Куценко, которые стали основанием к заключению соглашения о сотрудничестве, к заключению соглашения о признании. Которые они дали в период следствия? Досудебного производства, да. Досудебного производства. Понятно. Хорошо. Если других вопросов нет, присаживайтесь.